Здравствуйте, меня зовут Екатерина Михайлова. Это «Диалог в студии», программа открытых вопросов и ответов. Контактный телефон 24960, электронный адрес gagausradiosa@mail.ru. У нас в гостях сегодня Николай Стоянов, председатель общественной организации «Всемирный конгресс гагаузов», а также заместитель председателя партии «Наш Буджак». Николай Макарович, здравствуйте, рада вас приветствовать. Добрый день. Вы возглавляете неправительственную организацию «Всемирный конгресс гагаузов». Впервые вот это вот словосочетание «Всемирный конгресс гагаузов» было услышано в 2006 году, когда был и проведен этот конгресс. Чем занимается ваша организация? Я тоже впервые слышу о том, что есть такая неправительственная организация. Когда мы готовились ко второму съезду Всемирного конгресса гагаузов, тогда мы искали варианты спонсирования этой организации, потому что в бюджете не предусмотрены средства на организацию Всемирного конгресса гагаузов. И тогда подумали, спонсоры, которые могли бы какие-то финансовые вложения представить для организации этого конгресса, они каждый раз спрашивали, а куда перечислять эти деньги. И тогда возникла идея, что нужно создать общественную организацию Всемирный конгресс гагаузов, открыть счет в банке, и кто желает помочь при организации таких серьезных мероприятий, как Всемирный конгресс гагаузов, чтобы они могли перечислять деньги. И на основании вот таких просьб и обращений мы создали общественную организацию Всемирный конгресс гагаузов, открыли счет, открыли даже свой сайт. И, правда, сайт просуществовал где-то всего 2 года, и после того, как финансирование мы не нашли, сайт закрылся. Суть сайта была в чем, что туда могли заходить гагаузы со всего мира, и на сайте было видно, с какого континента, с какого государства, с какой точки люди заходят и интересуются гагаузами и о том, что происходит в Гагаузии. Ну, идея была неплохая. Да. Почему вот так, можно сказать, на корню за 2 года всего лишь она была? Ну, когда готовится очередной конгресс, Всемирный конгресс. Он, кстати, ежегодно проходил или раз в 5 лет? Нет, один раз в 4 года. Раз в 4. Угу. Ну, зависит от того, какое решение принимает. Раз в 3 года, раз в 4 года. И получилось так, что когда готовишься к конгрессу, активизируется вся общественная деятельность, общество активизируется, и тогда уже появляются финансы, появляются спонсоры, которые помогают в организации этого конгресса. Как только конгресс проходит, какое-то время спонсоры уходят, и нужно искать деньги. Так получилось, что мы не смогли найти финансы для того, чтобы поддержать сайт, и поэтому сайт закрылся. Ну, касательно такой, скажем, технической части этого проекта «Всемирный конгресс гагаузов», отношения сохранились вот к сегодняшнему дню между гагаузами из разных континентов, как вы говорите? Естественно. У нас укрепляются они или все-таки уходят на нет? Я скажу так, что я уже говорил, что когда подходит дата очередного проведения очередного конгресса гагаузов, тогда активизируются в том числе и гагаузы, которые проживают в мире. А когда это проходит, на какое-то время идет затишье определенное. Сейчас определенное затишье идет. Ну, сегодня о какой деятельности можно говорить в вашей организации? Сегодня наш счет есть, но он не функционирует, и поэтому сегодня в основном встречи или общение с диаспорами, которые проживают во всем мире, ведутся через телефонные переговоры, через WhatsApp или через Viber, вот таким образом. Николай Макарович, перейдем к делам насущным. Вы также отслеживаете, как формируется повестка дня у нас в Гагаузии, в стране в целом, как вообще протекает общественно-политическая ситуация. Ну и одним из таких резонансных мероприятий, событий, это то, что Башкан не подписала поправки в уложение Гагаузии о снижении порога избирательной явки. По ее мнению, депутаты нарушили закон и не соблюли процедуру, и при этом приводит Башкан 5 аргументов. Вы знаете о них? Вы знакомы с ними? Нет, я не читал. То есть вы не можете сейчас их расценить, насколько они весомы, эти аргументы? А в целом, как вы прокомментируете это? Есть определенные противоречия, которые имеются в законодательной базе Гагаузии в части организации проведения выборов, как Народное собрание, так и Башкана. Дело в том, что в уложении написано, что Башкан считается избранным при выходе на избирательные участки 50+1 от списочного состава избирателей.
А кодекс гагаузский, избирательный кодекс, говорит о том, что выборы считаются состоявшимися при выходе 33%. То есть противоречия. И эти противоречия существовали, и почему-то или никто не обращал внимания на это, или считали, что это несущественно. Ну, на это было обращено внимание одного из депутатов, Сергея Чапаеша, во время проведения предыдущей башканской кампании. И поэтому нужно было привести соответствие. Не секрет, что очень многие избиратели, которые имеют право голоса, выехали из Гагаузии в разные другие страны для того, чтобы прокормить свои семьи и создать нормальные условия для жизни своей семьи. Поэтому, если говорить о наличии избирателей в Гагаузии, по данным ЦИК Республики, у нас имеет право голоса где-то около 133 тысяч избирателей. По последним данным 124, по-моему, если я не ошибаюсь, 124 тысячи. Если взять, скажем так, на самом деле наличие избирателей, то дай Бог, чтобы это 1090 или 95 было, фактически. То есть, если исходить из этого принципа, то 50 плюс 1 практически невозможно достичь. И каждый раз выборы будут срываться. Для того, чтобы выборы не срывались, есть Гагаузия, и там должны руководящие органы Гагаузии быть, необходимо привести в соответствие, в том числе и с республиканским законодательством, где четко оговаривается, что выборы считаются состоявшимися при выходе на избирательный участок не менее 33% списочного состава избирателей. То есть вы за такой подход к выборам? Потому что сохранение прежнего состава приводит к определенной неопределенности во властных структурах Гагаузии. То есть каждый раз можно ссылаться, что выборы не состоялись, продлевать еще на 3 месяца, выборы не состоялись еще на 3 месяца, и получится, что определенный хаос будет в Гагаузии. Во многих странах четко определены дни, когда избираются президенты страны. К примеру, возьмем, в Соединенных Штатах выборы президента проходят 5 или 6 ноября, я могу на день ошибиться, но вступает в должность президент 20 или 21 января. Тоже дается время. У нас же каждый раз эти выборы откладываются на 3 месяца, Ведь если говорить изначально, выборы проводились в сентябре месяце. Потом откладывалось по каким-то причинам еще на какое-то время, потом еще на какое-то время. И сейчас получилось, что если действующий Башкан, первый раз инаугурация Башкана проходила 15 апреля 2015 года, то вторые уже были в июле 2019 года. То есть каждый раз оттягивается. И каждый раз на 2-3 месяца или сколько там продлевает свои полномочия Башкан. Этого нельзя делать. Есть четко оговорено, что Башкан имеет право быть избранным 2 раза подряд на 4 года. А у нас каждый раз получается 4 года и 3 месяца, 8 лет и еще 5 месяцев. И нужно привести в соответствие, чтобы люди знали, что четко определена дата, когда избирается Башкан. И потом через какое-то время, может быть месяц или 2, когда Башкан вступает в должность, чтобы в течение этого периода времени могли юридические вопросы утрясти. Кто-то может не согласен, через суды решить все эти вопросы, чтобы Башкан мог работать. Сегодня заседание Народного собрания Гагаузии состоялось, специальное заседание. Большинством голосов депутаты приняли постановление, в котором говорится о том, чтобы направить закон о внесении изменений в уложение Гагаузии и снова предложить Башкану изменить свое решение и подписать этот закон. То есть, о чем мы говорили, поправку в закон, которая касается снижения избирательного порога. Как вы считаете, депутаты, кстати, еще настаивают на том, что необходимо осудить действия Башкана. Как вы расцениваете их деятельность, их шаги, их точку зрения? Во-первых, право депутатов принимать то или иное решение, в том числе осуждать или не осуждать Башкана. Они такие избранники, как и Башкан Гагаузии, поэтому это их право. Если говорить о том, что Башкан вернула изменения в уложении на то, что сослалась на какие-то статьи закона, я считаю, что это неправильно. И я думаю, что Башкан сама это понимает, что все-таки нужно иметь выход 33% для того, чтобы выборы состоялись. Почему такое решение, почему так принято было решение Башкана вернуть на доработку, я не знаю. Но я хочу сказать одно, что если приходит время и Башкан уходящий, то уходящий не только Башкан, но и уходит весь исполком, все структурные подразделения.
И представьте себе состояние тех людей, которые через какое-то время появятся другие люди. То есть работа не идет так активно, допустим, как она велась в начале работы Башкана. Поэтому чем быстрее эта выборная кампания закончится, тем лучше будет для экономики Гагаузии, для социальной сферы Гагаузии. Поэтому нет смысла, на мой взгляд, оттягивать проведение выборов Башкана. А можно ли говорить о том, что вы так считаете, что КПД снижается всего состава исполкома к концу их деятельности? Да. Четырехлетней. Дело в том, что уже ясно, что в следующий раз будет другой Башкан. Другой Башкан придет со своей командой. И все эти начальники управлений, которые работали, может быть, хорошо работали, может быть, они думают, а что будет с ними через 2 месяца? Нужно думать о том, где они будут работать. Поэтому активность и эффективность работы КПД уменьшается в любом случае. А, Николай Макарович, можно ли утверждать, что вы это знаете по себе? На своей шкуре, что называется, испытали, потому как вы также занимали должность, были в составе исполкома и занимали важную должность, заместитель председателя исполкома Гагаузии. Да, будучи в этой должности, когда люди приходят на выборные должности, они понимают, они знают, что они приходят не на весь день, на определенный период времени. И вот когда уже этот срок заканчивается, ко мне не раз подходили начальники управления и говорили, хорошо, где мы будем дальше работать. То есть люди обеспокоены своей будущей, потому что так получается, что Башкан приходит со своей командой. И все те начальники управления, они знают, что они не будут, и они последние месяцы ищут варианты, где бы трудоустроиться, чтобы дальше работать. Для того, чтобы этот процесс поиска работы не удлинялся на полгода или на год, необходимо своевременно провести эту выборную кампанию, чтобы новый Башкан успел сформировать команду, чтобы выборная кампания не повлияла на экономическую ситуацию в Гагаузии. Ну, не только экономическую, а в целом социально-экономическую, и политическую, да. Николай Макарович, как вы смотрите на то, чтобы в один день были проведены выборы всего депутатского корпуса, депутатов НСГ и Башкана Гагаузии? Как это было изначально? Ну, в принципе, изначально... Сегодня это насколько возможно? Изначально одновременно проводились выборы и Башкана, и депутатского корпуса. Потом получилось так, что когда, будучи Башканом, Дмитрий Кройтер вынужден был уйти, потому что в то время партия коммунистов очень сильное давление оказывала на исполкоме на Башкана. И получилось, что он не доработал свои 4 года, и получилось расхождение между выборами Народное собрание и между выборами Башкана. Если вернуться к этой позиции, что были одновременно, для этого кто-то должен подать в отставку. На 2 года раньше. Или это должен подать в отставку Башкан Гагаузии, или же депутатский корпус согласится с тем, что нужно провести одновременно. Думаю, что и то, и другое не будет. Как я упомянула, что вы были при правлении, занимали должность, при правлении Михаила Формузала занимали должность заместителя председателя исполкома Гагаузии, это было на протяжении 8 лет, вы курировали вопросы социального характера. Сегодня социальные проблемы, можно сказать, стали острее, стали даже больнее. Насколько целесообразной и действенной вы видите развитие социальной политики в Гагаузии сегодня? Я не вижу развития социальной политики в Гагаузии вообще. Потому что, только в последний год там было принято решение о выделении по 1000 лей детям на 1 сентября, правда, они получили его намного позже, пока... К Новому году. Да, пока Народное собрание проголосовали все это. Но что значит социальная, политика или экономика должна быть социально ориентированной. То есть все то, что происходит в республике, должно идти на увеличение благосостояния жителей автономии. Почему я сказал, что этого нет? Потому что возвращаемся к тому, насколько улучшилось благосостояние жителей автономии. И вы знаете хорошо, и я знаю хорошо. Потому я и назвала, что проблемы стали острее и больнее. Потому что то, что происходит сегодня в мире, в Республике Молдова, сегодня, скажем так, резкий рост цен на энергоуслуги, на коммунальные услуги привели к серьезному обнищанию населения автономии. Особенно это касается людей пенсионного возраста, многодетных семей и тех людей, которые по состоянию здоровья не могут выполнять какие-то функциональные обязанности свои. И если, допустим, они могли
скажем, условно говоря, на ту же пенсию могли купить, ну, скажем, 200 булок хлеба, то сейчас они могут купить 100 булок. То есть, какой социальной альтернативной политики может быть, если люди сегодня все хуже и хуже живут? Но надо признать, Николай Макарович, что в Гагаузии действует ряд социальных программ касательно и социально уязвимых категорий населения, я имею в виду пенсионеров и людей с ограниченными возможностями, а также на новорожденных и мам, программа по выделению детского питания. Другие социальные программы, вы не усматриваете, что это тоже есть некая все-таки социальная поддержка? Нет, это есть. Естественно, что есть определенная социальная поддержка. Или она, или она должна быть по-другому как-то, на ваш взгляд? Эти программы, которые есть, они не влияют на состояние, на повышение уровня жизни людей, которые находятся в Гагаузии, не влияют, к сожалению. Что может повлиять в таком случае, на ваш взгляд? Каждый башкан, который стремится быть башканом или кандидат в башканы, уверяет, что жизнь о том, что человек, если меня вы изберете, то заработная плата будет вот такой-то уровень, пенсии поднимутся до такого-то уровня, благосостояние будет хорошее, я создам, благодаря моим связям и так далее, будет создано большое количество высокооплачиваемых рабочих мест, и тогда наши люди заживут зажиточно и так далее. Люди верят этому, голосуют за этого башкана, но как только башкан начинает работать, большинство того, что он обещает, к сожалению, не исполняется. Возникает вопрос, почему так происходит? Потому что я каждый раз говорю, что если людям говорить правду, что вот если вы меня изберете башканом, мы вместе с вами попытаемся поднять уровень благосостояния всех вас. Но вместе с вами, не я один или я одна. То есть вы считаете, что такой слоган, он более действенен? То есть не обещать, а вместе подумать, как это сделать. Идет второй кандидат, который говорит, если вы меня изберете, заработная плата, вот сегодня, допустим, условно говоря, 5 тысяч лей средняя, будет 15 тысяч. Пенсия была такая, будет такая. То есть рост большой. И вот, когда между собой избиратели говорят, вот один пришел и ничего не обещал, сказал, что вместе попытаемся поднять уровень благосостояния. А второй пришел, он говорит, что будет хорошо, и голосует за того, кто больше всего обещает. Хотя они сами понимают, что это неисполнимо, но голосуют таким образом. Ну, это что касается голосования, да, вот каждый применяет различные методы с тем, чтобы увеличить круг своих. Да. У каждого свой метод, у каждого свой способ, но, тем не менее, жизнь становится, может быть, лучше на один день, да, вот когда выборы проходят, и кто-то раздает там продукты питания, кто-то какие-то суммы денег. Ну, это всем известно, хотя это законом как бы не карается. Тем не менее, как же можно изменить все-таки, Николай Макарович, социальную политику в Гагаузии? Что можно привлечь извне? Кого, вернее, можно привлечь извне с тем, чтобы изменилась, улучшилась жизнь людей? Стоит ли вообще прибегать к этому? Нет, каждый тот или иной кандидат или башкан говорит, что у меня хорошие отношения с Российской Федерацией, у меня хорошие отношения, дружеские отношения, партнерские отношения с Турецкой Республикой. Кто-то говорит, что у меня есть выходы на европейские структуры. И если что, фактически, как говорят, ни на кого не надо надеяться. Надо самим браться и решать те проблемы, которые имеются в Гагаузии. Потому что, когда мы говорим, что вот нам поможет та или иная страна, мы просто тем самым спекулируем. Да. Разве нет? На самом деле это определенная спекуляция, потому что та страна, о которой говорит, что у нас партнерские отношения, даже не знает о том, что кандидат обещает получить какие-то, я не знаю, дивиденды от той или иной страны. Они даже не знают об этом. Но используется, так сказать, пиар-акция для того, чтобы получить голоса. Нужно в первую очередь надеяться на самого себя. Нужно, чтобы была стабильная политическая ситуация. Это очень важно. Потому что когда инвестор, в мире есть много денег,
И богатые люди смотрят, куда эти деньги вложить. Но вначале изучают политическую ситуацию той или иной страны или того или иного региона. Если там политическая нестабильность, если есть конфликт между ветвями власти, они туда не приходят, потому что они не хотят, вкладывая деньги, их потерять. Так получилось, что конфликт между исполкомом, Башканом и Народным собранием постоянно происходит. Независимо какой состав и независимо кто Башкан, очень, да? Очень часто это происходит. И поэтому, когда инвестор хочет вложить определенную сумму денег, открыть рабочие места, он говорит, я рискую потерять свои деньги. Поэтому первое – это политическое согласие внутри автономии. Это очень важный момент. Считаете ли вы, Николай Макарович, что он когда-то был, что оно, согласие, было в какие-то времена достигнуто? Да, были. Были времена. Были времена, да. Что служит причиной того, что эти согласия расходятся? Ну, у нас, как-то я слышал в студии одного человека, я не помню сейчас, который говорил, что каждый гагауз себя мнит генералом, но армии без армии. То есть каждый депутат или каждый башкан или человек считает, что он... То есть перефразировали эту известную поговорку прям под самый корень. И поэтому получается, что каждый говорит, считает, что он истинно последней инстанции, и другие мнения не подходят, не подлежат обсуждению. Это касается и депутатского корпуса, это касается и Башкана. И вот эта мысль, которая заложена, что я знаю, как это нужно делать, об этом говорит, и получается постоянное противоречие между ветвями власти. Николай Макарович, я для себя недавно сделала открытие, что ни для кого не секрет, что противоречия не всегда есть, да, они всегда бывают, но то, что они тянутся еще с 90-х годов, и причем в такой острой фазе, конфликтной такой фазе, и можно сказать, что этим отношениям 30 лет, и никакого контакта, никакого сближения нет, это гагауз с гагаузом, и получается, что если нету такого сплочения, о котором кричат, говорят, призывают гагаузы на митингах, гагаузы на других форумах, если этого сплочения нет изнутри, о каком возможном воздействии на другие органы можно говорить? Я имею в виду центральные органы. Я немножко не соглашусь, потому что в 90-е годы, когда ситуация была очень сложной, когда Республика Молдова разделилась на три составляющие, вы знаете, Республика Молдова, Гагаузская республика и Приднестровская республика, тогда единство в Гагаузии было, и тогда противоречий практически не было. Противоречия появились тогда, когда узаконен был статус автономии. Вы имеете в виду с 94-го года? Да, с 94-го года, да. Пошел разлад. А до этого не было разлада. Может, вы не все знаете, Николай Макарович? Я был депутатом Верховного Совета Гагаузской республики. И я знаю, конечно, мнения были разные и тогда, но такого жесткого противостояния, которое сейчас имеется в некоторых случаях, в 90-е годы этого не было. Тогда было единение всего народа, и если были разные мнения, то это мнения не влияли на принятие каких-то решений, серьезных решений. Я попрошу вас надеть наушники, у нас есть телефонный звонок. Здравствуйте, мы вас слушаем. Алло. Добрый день, представьтесь, пожалуйста. Николай Макарович, удобно на гагаузском? Пожалуйста. Ну, конечно. Ben звонить ederim Kongaz'dan. Seslerim. Makaroviç burada doğrulayıdır. Söyler doğru. Hani lazım başkanlara ayırma gerek. Hepsi haber. Gelin bana ayırın beni. Hepsi olacak. Ama geçen sıra gelirken kabul etme yok. Azıcık verirler oradan, azıcık verirler ama ayırtma ayırıyorlar kendileri. Makaroviç söyler doğru burada. Hepsi can doğru söyleyin. Hani pensiyonerlere hepsini ağırlayırlar, öbürlerine ağırlayırlar da sıra geldiğinde yok. Biz dedim bunu söylemeyeni Makaroviç, спасибо, аналайдесин burada doğru. Спасибо за вашу точку зрения, Николай Макарович. Ben isterim söylemeye bu insana hani ayrıyla o adamı kim adayar? Dil kim yapacak ama kim adayar? Öyle olursa ileride oraya yaşamak daha da prosto olacak. Onun için ayırma alameti o adamı kim yapacak iş? Dil kim adayacak? Услышала ответ наша слушательница.
Николай Макарович, и все же не только такие проблемы, вопросы возникают у вашей односельчанки из Кангаза. Есть такие проблемы практически везде и в каждом населенном пункте. Считаете ли вы, что вот это, что люди, которые обещают, сколько времени на это требуется для того, чтобы эти обещания были исполнены? Вот если это депутат, он приходит на 4 года, а об этом заявлял, что он вот будет делать все к лучшему, времени есть какой-то срок? Да, все рапортуют, что на это 4 года. Но, увы, по истечении 4 лет и этого не наблюдается. У вас есть такое? Любой кандидат в башканы или в депутаты Народного собрания, когда он идет избирателем, он должен понимать возможности экономики Гагаузии и говорить, то есть получить информацию, что нужно в первую очередь сделать в том или ином населенном пункте или в том или ином округе, и потом встретиться с ними и четко говорить: уважаемые, нужно по тем просьбам, которые с вашей стороны в мой адрес есть, мы должны вложить в этот микрорайон или в этот населенный пункт, условно скажем, 1 миллиард лей. Этих денег не будет, я открыто вам говорю. Но из этих 5 или 6 основных проблем давайте выберем 1 или 2 проблемы, которые я гарантирую, я смогу их решить. Тогда уже и люди поймут о том, что мы хотим многое, но возможности есть вот такие. И мы сами определяем, что из этих 10 пунктов, которые нам нужны сегодня населенному пункту, мы договариваемся с депутатом, что эти 2 или 3 момента он берет на себя, и вместе с жителями эта проблема решится. Но этого нет. Жители дают наказ, и он все эти наказы принимает, все обещает решить, в итоге ничего не решает или мало что решает. И люди голосуют таким образом. Вот в таком случае какую ответственность он должен нести? Никакую, просто в следующий раз, когда выборы будут. Это что касается Башкана, да? Ну, в основном. Нет, и касается или местные. В том числе и местные органы власти. Я вам скажу, что у нас должна была быть электростанция, у нас должны были быть 10 заводов, которые пришли бы с России, инвесторы, которые построили бы. У нас должно было многое чего за эти 8 лет. Всего этого же нету. Я хотела акцентировать внимание сейчас, Николай Макарович, мы сейчас летаем в Турцию и в Россию через Чадарунский аэропорт. Вы не знаете? Нет, билеты я еще не приобретала в этом. Можете купить. Николай Макарович, я относительно ответственности не только лиц, которые обещают, но и депутатов. Да, просто вспомнила, что была проблема с кангазским, с депутатами с Кангаза предыдущего созыва. Не помню фамилия, Манолов, по-моему. Да. Вот, очень много было нареканий в его адрес со стороны избирателей, но никто, я говорю об этом сейчас, потому как звонки поступали в студию, достаточно недовольны, выражали люди свое недовольство. Никакого наказания, никаких методов воздействия не было и не предусмотрено законом. Хотя есть закон, разрабатывался закон об отзыве депутата. Вот вы как считаете, должен быть такой закон разработан и внедрен в действие? Я считаю, что закон должен быть, но он должен четко конкретизировать, чтобы закон не использовал политическую составляющую. Что вы имеете в виду как политическую составляющую? Вот, я скажу, что о том депутате, о котором вы говорите, он стал депутатом благодаря поддержке партии социалистов и действующего Башкана. Ну, получилось так, что у него взгляды немножко поменялись, и те люди, которые поддержали его, по определенной инициативе определенных других лиц, которые политической составляющей, начали наезжать на этого человека, потому что он начал вести себя по-другому, не так, как ему говорили. То есть он должен работать не на определенную политическую партию, не на имидж Башкана, он должен работать на свой имидж, чтобы в том округе, где он живет, те обещания, которые он взял, он лично брал обещания, чтобы эти обещания он выполнял. А когда в эту игру вступает политическая составляющая, вот появляется то, что люди писали и так далее. Ну, не секрет, что вы также в свое время были
вошли в состав Народно-патриотического союза «Девлет» под руководством Николая Дудогла. Кстати, в этом году ему исполнилось бы 5 лет этому союзу. Был он создан в 2018 году в августе. Сегодня, кстати, работает это движение, Николай Макарович? Не могу сказать, не знаю. Но вы и не вышли из состава «Девлета». Ну, в принципе, как? Я был активным участником «Девлета», но не был учредителем этого «Девлета», поэтому учредители принимают решения. Ну вот сегодня есть какое-то решение относительно действия, функционирования этого союза? Нет, насколько я знаю, нет. Официального пока нету, да? Официального нет. А мы продолжим наш разговор после приема телефонного звонка. Наденьте, пожалуйста, наушники. Здравствуйте. Здравствуйте, Кангас, Кирилл Кириллович Статуис такой. Здравствуйте, Кирилл Кириллович. Уважаемая Екатерина, уважаемый Николай Макарович. Добрый день, Кирилл В Кириллович. Кангазе подняли цену на сбор мусора, ну, чуть раньше, было 20 лей, стало 35 лей. Хоть у нас, вы должны знать, 3200 дворов, а мусор выносят только 2000. Значит, где-то 1200 человек дворов не выносят мусор. И когда расчет мы делаем, значит, если вот те вы выносили бы, значит, у нас бы не надо было бы поднять вот эту цену на 35 лей, осталось 20 лей. Но одновременно подняли на воду, употребляемые. Значит, было 10, стало 15. Сегодня, по слухам, что воду подняли вновь до 18 лей за куб воды. Вы житель Кангаза, я, Кирилл Кириллович Статуев, тоже житель Кангаза. Почему вот это так случается? По публичному слушанию, без публичного слушания, без расчетной системы, нигде не опубликуется и так далее. Что творится? Это мое видение. Что творится при мэрии? Служащими при мэрии и советом. Мое видение. Мы, в общем, бывшие и нынешние руководители сельского хозяйства, интеллигенция и так далее, перестали принимать участие в жизни деятельности села. Это мое видение. Ваше видение. И ответьте, пожалуйста, если можете. Спасибо. Кирилл Кириллович, простите, можно вопрос вам задать? Увы. Хотелось бы знать, вот должны проводиться публичные слушания при советах каждого населенного пункта. Проводится или нет в Кангазе? К сожалению, нам не удалось узнать, но есть у нас еще один источник из Кангаза, это Иван Николаевич Бессараб, который бывает на такого рода мероприятиях, быть может, он нам поведает. Но вы, пожалуйста, Николай Макарович, что ответите Кириллу Кирилловичу? Ну, во-первых, решение о повышении тарифов на услуги оказывает местные органы власти в лице местного совета. И когда обсуждается вопрос, Суканал, который обеспечивает сегодня водой жителей села и вывоз мусора, является муниципальным предприятием села Кангаз. Поэтому решение принимается советом о повышении цен на воду и повышении цен на вывоз мусора. То есть решение о проведении публичных слушаний можно обойтись без них? Нет, желательно, чтобы были публичные слушания. И непосредственно муниципальные предприятия должны сделать экономическую выкладку. То есть раскладку, в результате какое количество сегодня затрат идет, цена на электроэнергию поднялась, к примеру, на насосы или еще чего-то поднялась цена. В итоге сегодня себестоимость куба воды, к примеру, выходит по этой цене. И он выходит уже и обсуждает с общественностью. То же самое вывоз мусора. Вывозят мусора чем? Мусоровозами. Эти мусоровозы потребляют дистопливо или бензин. Сегодня цены тоже резко возросли. Люди, которые работают там, им тоже нужно платить заработную плату. Если они будут получать мизерную заработную плату, они просто покинут и вообще не будут возиться мусор. Поэтому на общественных слушаниях экономический агент при всем муниципальном предприятии должен экономически обосновать необходимость повышения цен и какая рентабельность, допустим, какая-то минимальная рентабельность, которая закладывается, и на основании этого уже местный совет должен принимать решение. Если поднялась цена на воду и на вывоз мусора, видимо, эти расчеты были представлены муниципальному совету. Жаль, что не было до этого публичных слушаний. В цивилизованных государствах, прежде чем местные органы власти принимают какое-то решение, проводятся широкие публичные слушания.
И люди сами задают вопросы, почему эта цена или другая цена. И по факту, когда принимается решение, уже Но не это не возникает только в вопроса. цивилизованных странах, Николай Макарович. Это предусмотрено и в республиканском законе, и в региональном законе о том, чтобы проводить публичное слушание при принятии такого рода решений. К сожалению, получается, но Кирилл Кириллович дал понять, что население стало не слишком активным в участии в жизни села. Вообще, если говорить о населении, население не стало активным не только в Кангазе, во всех населенных пунктах. К сожалению, уровень доверия населения к властям, как местным органам власти, имеется в виду примарии и местные советы, так и региональным башкану, резко упал. Потому что те надежды, которые народ или избиратель рассчитывал получить, избирая того или иного кандидата, они не оправдались. Поэтому уровень доверия резко упал. Считаете ли вы, что он с каждым годом падает, этот уровень, снижается? Да, с каждым годом снижается. И снижение уровня доверия приводит к тому, что к безразличию сообщества к тому, что происходит. Они говорят, все равно ничего хорошего не будет, поэтому какой смысл где-то выступать, о чем-то говорить. То есть каждый раз по мере падения престижа органов власти апатия появляется у людей. Ну, не только к власть придержащим падает уровень доверия, падает доверие и к партиям. Тем не менее, Николай Макарович, вы и ваши соратники создали недавно такое партийное движение «Наш Буджак». Вы являетесь политическая партия «Наш Буджак». Несмотря ни на что, вы пошли на такое решение, вы пошли на такой шаг, создали эту партию. Был здесь у нас Валерий Федорович Инеугла, который возглавляет эту партию. Вы также являетесь заместителем. Вы как считаете, насколько поможет в решении каких-либо проблем Гагаузии такое вот партийное формирование, политическое формирование? Если говорить о политических партиях в Республике Молдова и кому давали предпочтение избиратели Гагаузии, то избиратели Гагаузии давал предпочтение левоцентристским партиям. И получали в Гагаузии максимальное количество голосов. Это и партия коммунистов имела очень высокий процент, и партия социалистов. Правые партии в Гагаузии имеют очень низкий процент доверия. И, естественно, они голосовали за левоцентристские партии, которые, скажем так, обещали очень многое, в том числе и для того, чтобы восстановить полномочия Гагаузии, которые приняты законом 1994 года, и создать нормальные условия для жителей. Но как только выборная кампания заканчивалась, эти партии забывали о своих обещаниях, им нужны были голоса. Они уходили из Гагаузии и решали проблемы. Может быть, на уровне республики какие-то серьезные проблемы, я не могу говорить об этом. Но обещания, которые они давали Гагаузии, они практически не выполнялись. Для того, чтобы как-то повлиять на эту ситуацию, раньше невозможно было создать политическую партию, где большинство его членов были бы жителями Гагаузии. Потому что требовалось не менее 4000 подписей и не менее с 1/3 районов. Гагаузия состоит из 3 районов, а в республиканском масштабе Гагаузия считается одна территория. Поэтому мы не имели возможности создавать политические партии, которые защищали бы интересы Гагаузии и закон, который принят в 1994 году. Но тогда была создана партия регионов. Нет. Партия регионов была республиканская партия, и там были представители со всей республики. Но возглавлял ее, сопредседателем был Михаил Формузал. Председателем был. Просто без каких-либо... Да. Угу. Но и получилось, что для того, чтобы как-то защитить интересы Гагаузии, создавались общественные организации. Это, вспомните, Единая Гагаузия была сильная организация, это Новая Гагаузия, это Девлет. Они создавались, она как бы не правительственная организация, но она несла политический уклон. Сейчас, после того, как внесли изменения закона о политических партиях, для того, чтобы зарегистрировать политическую партию, достаточно иметь 1000 голосов желающих вступить в партию, не менее 1000 желающих вступить в партию, и не обязательно 1/3 районов. Тогда появилась возможность создать партию, которая, скажем так, она республиканская партия, она имеет право участвовать в выборах в парламент и так далее,
но она больше всего будет позиционировать, допустим, ту или иную территорию. В частности, говорим о Гагаузии. Поэтому, создавая партию «Наш Буджак», мы преследовали одну цель. Чтобы иметь политическую партию, которая будет в первую очередь защищать интересы Гагаузии, и никуда она с Гагаузии не уйдет, а будет вместе с этим народом. Если какие-то обещания будет давать, то эти обещания потом она должна отвечать перед народом. Поэтому, создавая эту партию, мы подумали над тем, чтобы принять активное участие в выборах местные органы власти в первую очередь. Когда будут выбираться, А потом башканских? Для того, чтобы башканские выборы, партия только что создана и необходимо его раскрутить. Мы не успеваем это сделать. А на местных выборах, я думаю, что мы все-таки... То есть в башканских выборах вы принимать участие не будете? Мы обсуждали этот вопрос и переговорили, что если мы сейчас на первом этапе примем ту или иную кандидатуру, то мы разделим избирателей по принципу доверия тому или иному кандидату. А задача партии – консолидировать, объединить всех жителей автономии. Поэтому Совет принял решение, что в первом туре мы ни одну кандидатуру не будем поддерживать. Во втором туре, когда будет второй тур, я думаю, что все-таки будет второй тур, мы уже соберемся и определимся, какую кандидатуру партия предложит поддержать. Для того, чтобы мы не хотим, чтобы политические выборные кампании разделили в том числе и партию на какие-то составляющие. Поэтому такое решение было принято. Если эти два кандидата, которые выйдут во второй тур выборов, их точки зрения, их взгляды не будут сходиться с вашими, вы все равно пойдете на то, чтобы принять одну из сторон? Нет, если цели, которые ставят эти кандидаты, не соответствуют целям партии, то, возможно, и во втором туре мы никого не поддержим. Ясно. У нас есть звонок. Наденьте, пожалуйста, наушники. Здравствуйте. 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 Чадрлунга, координар Владимир. Слушаем вас, Владимир. Знаете, я слушал, думал, да что я буду опять встревать этот разговор тут. И все-таки решил свое мнение высказать, что творится в Гагаузии и с Гагаузией. В 2015 году я приехал на короткое время погостить у матери и заодно решить свои эти литературные проблемы. Издать эту книгу, войти в Союз писателей России. В общем-то, тогда я встречался с Башканом и все остальное. А потом, когда я понял, что у нас с литературой дела очень плохо обстоят, решил остаться и внести свой вклад и какую-то пользу для Гагаузии сделать. И вы знаете, я годы оббивал пороги, чтобы открыть литературную страницу в районной газете. Я устал доказывать, что это надо, что это и все остальное. И вот через призму литературы я понял, что творится в Гагаузии. У нас к власти рвутся любыми путями. Через деньги, через пакеты, через то, лишь бы прийти к власти. Наобещают. Честно говоря, до Чадрунки осталось обещать, что построят космодром и все остальное. Остальное все уже наобещали. И еще самое главное я понял, что народ к этому стал относиться вполне спокойно, с пониманием, что, мол, какая разница, не у него я возьму этот деньги или пакет, другой возьмет то же самое. Все туда идут, чтобы решать свои личные проблемы. Потому что туда идут делать деньги. Добравшись до власти, они забывают про свои обещания и живут, я уже эту мысль высказывал, своими меркантильными интересами. И до проблем народа нет никакого дела. Приведу маленький например, с этими пособиями. Это по 200 лей и по 700 лет и с какими-то ограничениями. Но это же издевательство над собственным народом. Себя-то они не обделяли. И не обделяют, а вот чтобы от себя оторвать и во благо народа, это у них, видите, руки дрожат. Так что нам нужно прежде всего реформы в сознании людей, реформы во всех сферах. Это реформы. Если мы хотим идти вперед демократическим путем развития и созидания. Больше никак. Спасибо, Владимир, за вашу точку зрения. К сожалению, реформы тоже не особенно к хорошему приводят. Одно то, что мы видим, как реформа в юстиции была проведена, но, увы.
Я вам скажу, что реформе рознь. Да, и это тоже Одни верно. реформы приносят пользу, а другие, наоборот... Кто-то усматривает в этом выгоду. Кто-то усматривает в этом выгоду, а кто-то, наоборот, страдает от этих реформ. Реформы, они должны быть такими, чтобы 99% населения были довольны этими реформами. У нас получается, наоборот, 90% недовольны, ну, пусть 10% будут довольны. Те же пособия... Те, кто делает эту реформу. Да. То же самое касается этих пособий. Прежде чем принимать какие-то нормативные акты, которые касаются пособий в зимний период, где расходы на коммунальные услуги очень высокие, и люди не в состоянии, или же последние копейки отдают, чтобы не находиться в холоде, нужно внимательно в экономическом плане изучить все эти проблемы, найти вариант решения, справедливый вариант решения проблем, и тогда уже принимать решение. О том, что цены повышены, было известно еще летом, и будут повышаться, тоже было известно. И нужно было летом прорабатывать детально, какие меры нужно принимать для того, чтобы помочь населению. Все этого не было сделано. А когда уже пришла осень и осталось, и нужно было принимать решение, в экстренном порядке приняли какие-то документы, которые не отражают истинное положение дел. Все это опять-таки возвращается к тому, и я согласен с Градинарем о том, что люди уже перестали верить во все, и лишь бы говорят, ну, какая разница, придет кандидат, даст мне 200 лей, я за него проголосую, я знаю, что он тоже ничего не сделает, но хотя бы 200 лей получу. То есть, нужно вернуть население, интерес населения к выборам. Это возможно в том случае, если в следующей выборной кампании придет человек, который будет думать об этом народе, но не о своем кармане. Николай Макарович, вы верите в свои слова? Я верю. Что есть такой человек, который будет думать не о своем кармане, а о народе. Не может быть, чтобы 100% населения думало только о своем кармане. Вы слышали о том, что сейчас проводили митинги у нас в Гагаузии? Кстати, как вы к ним относились? Сам факт того, что они поднимали вопрос повышения коммунальных услуг, что нужно подумать, как помочь населению, это, я считаю, что положительные тенденции. А вот обещают, что предстоящее воскресенье, 19 февраля, также может быть жарким, потому как движение «За народ» есть такое, приглашает всех объединиться, социалистов, коммунистов, представителей других партий, чтобы показать власти, что пора уходить. Предполагается митинг провести у парламента, и тогда станет понятно, поддержат ли призыв другие формирования. Наш Буджак будет поддерживать этот призыв? Наш Буджак пока в республиканских политических дебатах не участвует. Мы пока будем смотреть, что будет происходить в республике. А как вы считаете, Николай Макарович, такие действия протестные могут привести к какому-либо результату? Не в республике, а здесь у нас. Начинаем здесь и, конечно, завершаем там, в центре. В любом демократическом государстве есть люди или оппозиция, которые считают, что правительство или государство идет в неправильном направлении. И каким образом она может высказать свою позицию? Путем протестных движений. То есть люди выходят на протесты и заявляют, что мы не согласны с политикой, которую проводит нынешнее руководство того или иного государства. Других вариантов решения проблемы нету. Другой вопрос, что те, кто находится в власти, прислушаются к мнению протестующих оппозиции, или они проигнорируют. Если они прислушиваются, то это видны по следующим действиям, которые предпринимает правительство или президентура. Если же они идут своим ходом и прислушиваются не к мнению народа, а тем кураторам, которые управляют этими процессами, тогда, конечно, эффекта никакого не будет. На дворе уже февраль 23 года митинги, протесты были проведены в течение всего 22 года, были они проведены и в 21 году. Люди здесь, в Камрате, Вулканеште, в Чедерлунге, в других райцентрах выражали свою точку зрения относительно действующей политики, относительно действующей власти. Как вы считаете, был ли какой-либо результат от этих протестных движений? И, кстати, и в самом Кишиневе тоже с сентября, да, были такие активные массовые протесты. Серьезных результатов не было. Получается, власть не слышит народ? Единственное, что власть нашла варианты, что
та высокая цена на энергоносители, которая сложилась, она нашла варианты компенсировать хотя бы часть этих затрат. Но многие вопросы, которые поднимались на этих оппозиционных, скажем так, митингах, которые прошли по всей республике, к сожалению, власть не прислушалась ко многим вопросам, которые там поднимались. Получается, это напрасное действие? Нет, не напрасное действие. То есть люди должны выражать свою точку зрения путем выхода люди на каждый раз протесты. должны выражать свою точку зрения. Вспомните, в советское время было такое, что люди выражали свое недовольство на кухнях, когда собирались несколько человек и обсуждали согласие, несогласие. Ну, тогда было пришел на работу искать справедливости, а на следующий день ищешь уже работу. Да, поэтому тогда, а сейчас люди выходят на площадь и высказывают свою точку зрения. Другое дело, что сейчас, если чувствуется такой элемент, когда те, кто активно выступает и говорят, что нужно изменить политику, у них появляется там проблема. Проблемы в экономическом плане, проблемы в политическом плане, и люди это чувствуют это все, и это очень плохая тенденция. И последний вопрос. Как вы оцениваете отношения между Камратом и Кишиневым на сегодняшнем этапе? Ну, скажу так, с 90-го года отношения между Камратом и Кишиневым всегда были очень сложные. Они сложные сейчас. Начиная с создания Гагаузской автономной республики, потом Гагаузской республики, потом принятие закона в особом правовом статусе. Многие или там политики, которые часто появляются на экранах, на республиканских масс-медиа, говорят, это было политическое решение для того, чтобы успокоить гагаузов, и этот закон не обязательно исполнять. Гагауз же или актив гагаузский говорят о том, что мы пошли навстречу, ушли от Гагаузской республики, согласились на автономию, с тем условием, что все пункты этого закона будут исполняться. К сожалению, принимаемые законы парламентом Республики Молдова за все эти годы не всегда учитывается о том, что есть закон о своем правовом статусе. И до этого не учитывалось, и сейчас не учитывается. И поэтому каждый раз идет урезание полномочий. И если таким образом будет, то на бумаге у нас будет гагаузская автономия, а на деле его не будет. Есть по заявлениям некоторых молдавских политиков, возможно, и на бумаге уже скоро не останется этого проекта Гагаузия. Ну, они не рискнут пойти, чтобы хотя бы пусть на бумаге сохраняться, потому что Молдова заявила о евроинтеграции, есть определенные законы в Европейском Союзе, защищающие национальные меньшинства, поэтому идти на это ликвидацию 100%. И это весомый аргумент для того, чтобы сохранить гагаузскую автономию. Вы, ваша партия, ваше движение, как намерены укреплять эти полномочия Гагаузии, которые были урезаны, утеряны? Для того, чтобы эти полномочия, вернуть полномочия, мы не хотим лишнего. Те полномочия, которые заложены в законе, они должны быть все восстановлены. А для того, чтобы они были восстановлены, нужно единство внутри самой Гагаузии. Вот. Если это единство будет, тогда эти полномочия будут восстановлены. Если же в Гагаузии будут силы, которые говорят, нам это не нужно, тогда эти полномочия никогда не будут восстановлены. Задача, на мой взгляд, политической партии «Наш Буджак» в том, чтобы объединить, во-первых, активно участвовать в местной выборной кампании, и хотим, чтобы сторонники партии «Наш Буджак» в большинстве выиграли примарские должности, советников, и единым фронтом идти на то, чтобы вернуть полномочия, которые сегодня утверждены. Мы сегодня говорим, что мы хотим жить в Республике Молдова, мы хотим жить в правовом государстве, в демократическом государстве, мы хотим, чтобы законы, которые принимает парламент Республики Молдова, выполнялись на 100%, в том числе и закон о своем правовом статусе. Николай Макарович, огромное спасибо, что приняли наше приглашение. Ну и вашими слоганами мы хотим, хочется, чтобы этого не было в будущем времени, хочется, чтобы это было уже в настоящем. Спасибо, что приняли наше приглашение и ответили на ряд вопросов. Вопросы, кстати, еще есть, поэтому думаю, что это не последняя наша встреча в прямом эфире Гагаузского радио. Искренне благодарю наших зрителей и слушателей за вашу активную точку зрения, за вашу позицию. Гостем сегодняшней программы был председатель
руководитель неправительственной организации Всемирный конгресс гагаузов, заместитель председателя партии «Наш Буджак» Николай Макарович Стоянов. Всем добра и мира!